47-е заседание Оргкомитета Победа прошло 15 января в формате видеоконференции под председательством президента Владимира Путина. Из Крымского дома советов к заседанию подключился духовный лидер мусульман России муфти шейх Равиль Гайнуддин. Участники обсудили подготовку празднования 80-х годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во время рабочей поездки в Крым глава Думрф муфти Гайнуддин посетил историко-археологический парк и музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе на месте крещения Руси. По поручению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона экскурсию по комплексу духовному лидеру мусульман России провел диакон Антоний Камальдинов. В Московском исламском институте открыт центр межрелигиозного диалога имени татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя Каюма Насыри. Его 200-летие отмечается в 2025 году. Новый центр возглавил руководитель Департамента образования и науки Думрф Ильгизар Давлетшин. В Анкаре на базе Управления по делам религии Турции члены Совета улемов Думрф прошли курсы повышения квалификации по вынесению фетв в сфере партнерских финансов, медицины, определения времени намазов и поста. Обучение прошло согласно подписанному в 2022 году меморандуму о сотрудничестве между Думрф и турецким Дианетом. Россия и Саудовская Аравия приняли соглашение об организации хаджа в 2025 году. Документ 12 января в Джиде подписали уполномоченный по делам хаджа в России Ильяс Умаханов и министр по делам хаджа и умры КСА доктор Тауфик Ибн Фаузан Ар-Рабия. Квота для паломников из России составила 25 тысяч человек. В подписании соглашения участвовал заместитель председателя Думрф Рушан Абясов. Первый заместитель председателя Думрф Дамир Мухиддинов выразил признательность катарской, египетской и остальным миротворческим сторонам, приложившим усилия в переговорном процессе о прекращении огня в секторе Газа.